Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год годом волонтера. В 2021 году работа продолжается. Волонтерство – социальный лифт молодежи, рука помощи ближнему в нужный момент. Почему вы решили стать волонтером? В первую очередь хотелось бы людям делать добро. В наше время его очень мало. Честно говоря, это была моя давняя мечта, но все как-то обстоятельства не складывались. Во время карантина решила, что сидеть зря время тратить. Вот решила пойти в волонтеры, хоть кому-то помочь, хоть как-то внести свою лепту. Почему я решил стать волонтером? Потому что это моя активная гражданская позиция. Я должен оказывать содействие в такие тяжелые времена не только себе, но и своему окружению, а также заботиться о старшем поколениях. Расскажите, что было самым запоминающимся? То, что, наверное, наши волонтеры в группе в WhatsApp боролись за заявки. Вот самое запоминающееся, наверное, было. После работы на складе, когда мы были все в пыли от муки, от этих круп, и собирались потом все те, кто отработал, девочки, Наталья Хан нас поила всегда, каждый день, почти каждый день невероятно вкусным чаем, а вкусный он был не от того, что из каких-то особых пакетиков там он заваривался, а вот эта душевная обстановка после тяжелой, утомительной работы, вот эти вот несколько минут отдыха, общения живого, когда все соратники, когда у всех вот мысль все равно в одном русле, это да, это незабываемо. Видеть, когда дети радовались, когда не взрослые приносили продукты, а вот как именно дети больше всего радовались. Наверное, самое запоминающееся – это глаза тех людей, к кому мы приезжали. То есть с такой надеждой они вот на нас смотрели, с таким вот вдохновением, они рассказывали свои истории. То есть мы не так, что приехали, отдали деньги, забрали, уехали. Мы там минут по 15, по 20, даже бывало по полчаса. То есть вы слушали вот истории бабушек, чем они занимаются, то есть какие у них предпочтения, что они хотят и так далее. То есть вот даже есть несколько бабушек, которые до сих пор звонят и спрашивают, не работаете ли. Но всецело запомнились моменты, когда даже люди в порыве отчаяния не забывают писать там стихи, прозы. Женщина пожилого возраста написала волонтерам стихи. Соответственно, это было очень приятно и запоминающееся. И что бы вы сказали будущим волонтерам? Ребят, приходите, хотите в Ассамблею народа Казахстана, может быть, есть еще какие-то у нас волонтерские организации в нашем городе. Вы поймете, что ту работу, которую вы выполняете ее не зря, что она на самом деле нужна. Можете быть зооволонтерами, это тоже ваш выбор, но у нас есть куда приложить, помимо гуляний в парке и рисования на заборах, есть куда приложить вашу молодую, неуемную энергию, чтобы направить ее в нужное русло. Вы реально нужны, вы на самом деле очень нужны нашему городу. Вступайте в наши ряды, добро должно побеждать зло, добра всегда должно быть больше. Будущим волонтерам пожелать, наверное, самое главное – терпение. Вот терпение, потому что люди разные, бывают разные ситуации, чего только нам не приходилось и видеть, и слышать именно в это время. Поэтому самое главное – терпение. Волонтерам я хочу пожелать больше улыбок, больше терпения, и здоровья. Не ждали никогда благодарности, делали это от души и открыто. Тогда это и есть настоящее счастье, когда тебе приходит это не когда ты ждешь, может сразу нет, оно сразу не придет, оно придет чуть-чуть позже. Поэтому будущим волонтерам я вам скажу, что все будет, но не сразу, условно. И у нас очень дружелюбный город. Вот в Казахстане во многих городах я был, но наш особенно отмечает нашей теплотой души. Я считаю, наш город раз этим ценится и людям запоминается, поэтому нам надо сохранить нашу теплоту и беречь друг друга, поддерживать друг друга. Волонтершам. И побольше бы таких волонтеров было бы, побольше.
как эти люди, они себя не жалея, они идут, бегут, несут эти сумки. Такая жара. И спасибо всем волонтерам, и те, которые нас встречают, и которые нам заявки вот мы давали и тоже выполняли. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялады. 2021 жылы жұмыстар жалғасуда. Еріктілік жастардың өз белсенділігін көрсетіп қана қоймай, адамдарға көмек беріп, тәжірибе жинауға, өмірлік маңызды дағдыларды дамытып, әлемді жаңа қырынан көруге мүмкіндік беретін бірден бір сала.